В Дагестане начали расчищать дорогу, которую завалило после схода мощной лавины. Заблокированными оказались сразу несколько сел и погранзаставы. Лавины в этом регионе не редкость, но в этом году все гораздо масштабнее, чем раньше. Кадры словно из фильма «Катастрофы». Как справляются с последствиями и сколько времени займет ликвидация? С места событий Гусейн Гусейнов. С тех пор, как сошла лавина, прошли уже почти сутки, но снежная масса все еще продолжает двигаться. Вот как вы видите, она вплотную подошла к жилым строениям. Как говорят местные жители, под этим сугробом уже осталось несколько строений. На этих кадрах, снятых жителями села Цахур, хорошо видно, как тонны снежной массы буквально сносят все на своем пути. За считанные секунды стоявшая у дороги легковушка сорвалась с обрыва. В этот момент в машине никого не было. Рустам Гасанов рассказывает, он проехал здесь до схода лавины. Смотрю, лавина идет. И пришлось спуститься с детьми ближе к речке, а то вверх подняться. Лучше не буду рисковать, из-за этого сошла лавина через минут, через 10. Лавина разделила село на две части, вместе с тем перекрыв и единственную дорогу. Под тоннами снега оказалось больше 300 метров трассы. Отрезано от внешнего мира 9 населенных пунктов и 2 пограничные заставы. Хорошо, что каникулы были, что дети не были по дороге. Ну, это же федеральная трасса, там две заставы, 9 селений, движение, ночью не спали, ждали. Оттуда машины едут, мы там останавливали. Лавины здесь сходят каждую зиму, говорят местные жители. Но чтобы столько снега, да еще несколько раз за неделю, видят впервые. Они уже начали подсчитывать убытки. Там осталось, значит, 2 гаража, почтовое отделение там уже накрыли. И вот половина это сам клуба. Районные власти принимают меры по снабжению отрезанных поселков продуктами питания. Обеспечен полностью, значит, населенному пункту. Мы вчера обход сделали и можем в отношении этого вопроса быть спокойны. Тяжелая строительная техника приступила к расчистке снежных завалов, при этом соблюдая все меры безопасности. Риск повторного схода еще сохраняется. Работы могут занять несколько дней. Ситуацию осложняют и погодные условия. Гусейн Гусейнов, Альберт Магомедов, Наталья Сидорова и Руслан Ахмедов. Первый канал.